Морозы у нас закончились, и установилась достаточно мягкая погода, которая крутится между минус 5, минус 10. Снега у нас наваляло за этот месяц больше, чем за 2 предыдущих месяца. Ноябрь-декабрь. Почти до колена нового снега. Все эти дни снежок падал, будь здоров. И сегодня снежок падает. Поэтому первым делом придется, конечно, пробить дорогу для снегохода, чтобы куда-то отъехать можно было. Ну, для начала откопаем сначала двери свои. Ну, уширитель для лыж поставлю дома. Такое старинное орудие труда для рыболова, как копье, для современных рыбаков уходит в историю. По одной простой причине. Особенно горожан. Оторвался от города, вышел на лед, пробуравил лунку и наслаждайся, сколько влезет. А кто более-менее серьезно занимается, еще остается необходимость в таком орудии труда. Ну а получился один минус. В прошлом году утопил редиску. Не видно. Ой, прости, дядя Костя, но, по-моему, твое копье осталось в реке. Ну, бывает. Приходится делать другую. Ну, нам подготовиться надо к замору. То есть в ручье продолбить майну. Прорубь. Поэтому готовимся, делаем копье. Конструкция железной части копья достаточно проста. И здесь мы делаем, в данном случае, из трубы пополам, в расчете, какое древко тут будет потом стоять. Ну а рубящая часть, это мой дядя, про который я упоминал. В свое время, имеющий большой опыт работы с копьем, мой дядя отказался от острых и стал использовать рессоры. Первый сорт. Мы такой способ сохранили. И у нас вот такая штука получилась. Плюс острого жала, как в Якутии используется. Что он легко в лед заходит. А большой плюс такого достаточно широкого, что он не точечно откалывает, а сразу достаточно большой участок льда откалывает. Но в прошлом году, недолго думая, эти два совместил. Как у чекача, вот такой легкий острие сделаем. Новый вид копья. То бишь, вот это широкое сделал острие. Она легко и заходит, и ширину берет. Получилось первый сорт. Ну, дома в легкую прицепил уширители. Ставим. Первый готов. Хорошо, достаточно быстро съемные сделаны. Много времени не тратишь. Сейчас задача номер один, это для моей железяки копья найти древко. Сейчас выеду на болото и до кучи посмотрю, как в этом году в январе можно ездить. Так, сани нужны? Нужны. Так, пила. В прошлом году лыжи я хоть и сломал. Ни хрена себе! Я еще лыжу сломал. Вот невезуха так невезуха. Проверяем. Новое как работает. Что-то я обнаглел. Морозец небольшой, но уши заморозил. Ну, хотя бы так. Поехали!
что, на болото выехал. Осталось найти сухостойную подходящую. Один минус. Буранные следы все пропали куда-то, все замело, не видно. А что далеко ходить? Вон 20 метров сухостойную. Сейчас проверим. Мне кажется, она пойдет. Ну, снега в январе у нас намело. Сейчас проверим. О, это я что, на буранной дороге, оказывается, стою? Не проваливаюсь. Но все равно, сейчас на лыжах дойду. Ну, пилу возьмем. Так, пожалуй, перебор, ну да ладно. Снег уплотнился, в принципе, держит нормально. Один минус. Чтобы ходить по сырому снегу, взял снизу пластик. Скользит, обратное скольжение слишком сильное. Тут надо палки. Не, это я перебор сделал. Ладно, возьмем, но еще посмотрим потоньше. Перебор. Ходить на лыжах — это не ездить. Фу, слегка запарился. А мы сейчас еще проверим, как мотособака проваливается. Лыжи с расширителями вверху летят. Буквально считанные сантиметры проваливается. А зад немножко проваливается. Так, ну я остановился. По-моему, вот эта штука первый сорт. Фух. Так, ну что, пойдет? Пойдет. И вон, по-моему, нормальная. Фух. Ни хрена себе. О, до колена проваливаюсь. На себе. Тут и выше колена. Нет, я могу смерить и дома, поэтому отпилим здесь. Скажем, до сюда. Глубину снега. Смеряем, смеряем. 55 сантиметров. В конце декабря 29 было. Снежный покров восстановился. Ну, пойдет, пойдет. Эх, извиняй, мы тебя оставим обратно. А ты на ее место. Заготовку сделали, едем домой. А, да. А сколько снегоход-то проваливается, сейчас меряем. 11 сантиметров. А сани? Сани 12. Ну, а лыжи мерять не буду, там буквально пару сантиметров. Так, ладно. Война войной, обед по расписанию. Пакуемся обратно. Ну, обратно по своим следам, надеюсь, нормально будет. Приехали. На охотничьих лыжах, покрытых пластиком, есть громадный плюс и минус. Плюс она скользит первый сорт вперед, и снег не прилипает. А минус скользит первый сорт назад. Замучился идти, лыжные палки не взял. С ними лучше лыжными палками, хоть упираться, чтобы назад не откатиться. Назад катиться с такой же скоростью, как вперед. Что есть, то есть. Ладно, световой день у нас хоть и удлинился на 2,5 часа, но день все равно еще коротковат. Палку с этой заготовкой не успею сделать. У меня еще палка есть старой заготовки на литовку. Литовки уже ушли в историю, но под диаметр моего копья на пересорт подходит, и там работать практически не надо. Его и сделаю. А это НЗ, другой раз.
Дальше закрепляем шурупами. С другой стороны обязательно. Так, определяем длину. Так, ну, до сюда. Пожалуй, высоковато. Чуть ниже. Приветствуем! О, гуляю. Кислородом дышишь? Да, так что это, чтоб не лежать. Это хорошее дело. Надо шевелиться. На рыбалку не ходишь? Не, я не занимаюсь этим. Дышлодырь. Дышлодер, короче. Я такой же. Универсальное здоровье даст позволять, да? Вот тебе это очень роє. Так и он и вытлутся. Ну, хорошо. Пока верма вытлуна, пока могу ходить, хожу. Ну и правильно. Готово. Ладно, копье мы приготовили. Ждем замора. Это у нас в марте. Правда, будет ли замор, Бог его знает. Зима больно мягкая. Морозы там до 40 пролетели как-то быстро. И сейчас стоит мягкая погода. С легким морозцем. Если такое сохранится, замора не будет. Ждем.